Тагир Асылгареев, я музыкант, певец, композитор, продюсер. Я после школы поступил в медицинский институт, но так получилось, что музыка взяла свое. Я решил после третьего курса уйти с медицинского института, поступил в Октябрьское музыкальное училище на хоро-дирижерский факультет. Почему я решил оставить медицину? Ну, знаете, все-таки день и ночь я бренчал на гитаре. В то время в общежитии модно было играть, петь по вечерам. И начал замечать, что и учеба начала страдать, и в душе почувствовал, что все-таки, скорее всего, мое призвание в музыке. Поэтому согласовал с родителями, пошел к ректору, написал заявление по собственному желанию. Естественно, он отговаривал меня, дал мне 2-3 недельки подумать, может быть, передумаешь, учись. Ну, в общем-то, через 2 недели я к нему пришел и все-таки сказал, что решение принял все-таки оставить медицину и пойду по музыке. Учился я хорошо. Школу я закончил без 4, то есть с отличием. Видел, конечно, рвение в медицине. То есть все предметы у меня. Анатомию я сдал экзамен на отлично. То есть хвостов никаких не было. То есть как бы неплохой врач из меня получился бы. Почему я пошел все-таки в музыкальное училище? Есть такой момент. В то время же не было каких-то там диктофонов, чего-то, чтобы записать, допустим, то, что в голову приходит, музыку. Мне хотелось бы освоить ноты, нотную грамоту. То есть я уже сочинял, я уже музицировал, на многих инструментах играл, но не было грамоты, не понимал ноты. То есть не мог, допустим, на ходу записать мелодию, на ноту перевести. Решил прийти и посоветовался, проконсультировался с преподавателями. Они говорят, раз ты как бы еще и сочиняешь как композитор, то тебе будет полезно вот именно хоровое дирижирование, то есть именно факультет. Естественно, в эти моменты я уже более плотно, скажем, уже приобщился и к классической музыке, то есть уже более серьезным жанром в музыке. Именно воспринимать начал их и понимать, что кроме того, что я какие-то песенки сочиняю, что-то там музицирую, есть еще и серьезные вещи тоже в музыке. То есть, хотя и до этого тоже слышал и симфонии, а там же приходится все это слушать часами, сутками, сдавать зачеты. То есть это все, тем более факультет хорового дирижирования, он очень сложный, обучение очень сложное. Но, тем не менее, в то время у меня как раз первая любовь появилась такая настоящая, к классической музыке тоже. Предмет башкирская музыка, но в основном, естественно, классическая русская музыка. Чайковский, Рахманинов, естественно, самые известные 4-я, 6-я симфонии Чайковского. Ну, это у меня уже на всю жизнь. Весь патриотический дух, я считаю, что у меня в то время уже я чувствовал, какой подъем духовный идет, то есть какая воспитательная роль классической музыки. Вот именно вот эти моменты я начал чувствовать именно в музыкальном училище. Да, это очень важный момент, знать классиков. Я считаю, что все-таки вот сейчас есть хорошие моменты, хорошие тенденции. Все-таки много говорят про возврат к фундаментальным наукам. То есть и в школах вводить вот заново все, вспоминать эти классические жанры. Уроки музыки должны быть в таком направлении. Это не то, что я считаю, это время показало уже. То есть мы пожили же сейчас в какой-то и другой период тоже. Россия переживает разные периоды, но тем не менее фундаментальные науки, я считаю, это очень важно. А будучи музыкантом,
То есть такой базы, которую дает классическая музыка, классическая башкирская, классическая татарская, классическая русская музыка, такой базы нет нигде. Это получается как бы предмет и вдохновения, предмет и знаний, предмет к чему стремиться. То есть любая даже легкая музыка все равно должна иметь свою основу. То есть основа все-таки должна быть серьезная музыка. Знаете, вот много спрашивают вот про решения, которые человек принимает перед тем, как уйти на СВО или подписать контракт. Я думаю, все в жизни у меня повлияло как бы на принятие решения. Не скажу, что одно вот только из-за того, что я музыкант, из-за того, что я вот патриот. Это в общем, знаете, общий зов души, можно сказать. Но опять-таки душа, сердце наше же, оно смягчается, размягчается, когда ты слушаешь серьезную музыку, классическую. Естественно, я думаю, тоже повлияло, какую-то роль сыграло. Решение принято было спонтанно. То есть, как, уже повторюсь, как зов души. Это, можно сказать, просто что-то тебе подсказывает, что ты там должен быть, что ты должен туда попасть, увидеть, помочь, чем можешь. То есть это не подготовка, ничто. Это просто спонтанное решение. Принятие решения. Естественно, я патриот, я воспитанник того поколения советского. Поэтому правильное решение принял. То есть то, что я был там, сейчас я ветеран боевых действий. То есть я нисколечко не сомневался в своих как бы принятых решениях и не жалею. Это решение было принято быстро, но у меня не получилось быстро уйти туда, потому что когда я принял решение, там по закону именно в военкоматах мне говорили, возраст не позволяет подписать контракт, как бы других вариантов не было. Тогда не было еще мобилизации, тогда это было просто начало специальной военной операции, и я решил пойти. Но у меня не получилось уйти. Через несколько месяцев до меня дошла информация, что есть возможность все-таки кому 50 и выше тоже заключать контракты с Министерством обороны. Я уже тогда, за эти 2-3 месяца, естественно, у меня был период, когда я мог уже осмысленно свое решение, осмыслить, что-то, может быть, даже передумать, но все-таки я решил, пойду на СВО. Такие решения воспринимаются, конечно, неоднозначно, просто молодец и все. Естественно, много спрашивали, но это знали несколько человек только. То есть самые близкие люди только. Я ни с кем не советовался. По таким вопросам я уж не считаю, что надо с кем-то посоветоваться, и как он скажет, так и действуешь. И особенно никого не слушал, ни с кем не советовался. Ну, как бы впоследствии уже, может быть, смог объяснить. Все-таки семья меня поддержала. Вот мнение людей мне всегда было такое, не очень-то, скажу так, не все равно. Но разные мнения есть, разные, честно скажу. Кто-то, может быть, даже с насмешкой, что там поиграть решил в войну. Кто-то, может быть, как-то с каким-нибудь укором. Много же, по-разному относятся к таким вещам. Тем более это не какое-то такое знакомое нам явление уходить на войну. Поэтому были разные мнения. Сейчас уже как бы и круг друзей, круг моих знакомых, с кем я общаюсь, может быть, немножко сузился, но тем не менее проверенные, надежные ребята, они с пониманием относятся. То есть я же все-таки по возможности, как смог, отдал долг родине, чем смог, помог.
обучал молодых ребят, обучал многому, потому что я проходил срочную службу, как бы служил, и все это мне пригодилось. И я служил танкистом, был механиком-водителем. И многому смог за это, пусть короткий период времени, много хорошего я сделал, я думаю, и для страны, и для ребят тоже. Вот.